Здравствуйте, на ТНВ. Время новостей Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии Елена Зинатуллина и к темам выпуска. Подготовиться к севу, подтянуть животноводство. Все должно быть под контролем. Что ждет сельское хозяйство Татарстана в этом году, на итоговой коллегии Минсельхоза услышал Рамиль Шайдуллин. За водой на колонку. Мы пришли в век, который был, когда вообще не было водопровода. Как жители Чистополя переживают тяготы крупной коммунальной аварии, узнала Алия Сабирова. В Казанском доме, где проживает 97-летний ветеран Великой Отечественной, протекает крыша. Тут уже тепло, все заморожено было. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Татарстан сохранил лидерство по молоку, но значительно потерял по животноводству. В Казани сегодня состоялась итоговая коллегия Минсельхоза Республики. Ее на полях Татагроэкспо провел Рустам Минниханов. За год в Татарстане надоили 2 миллиона 200 тысяч тонн молока, но потеряли 19 тысяч голов крупного рогатого скота. Некоторые районы уменьшили поголовье на треть, некоторые и наполовину. Это тревожная тенденция. Объективных причин для снижения нет, но последствия ощутимы. Без животноводства деревня обречена на вымирание. Эта коллегия отметилась и жесткой критикой, и постановкой стратегических задач. Рамиль Шайдуллин подробнее. Тонну груза могут больше перевозить. Совсем скоро эта техника приступит к своим прямым обязанностям. Будет засеивать и броновать поля страны. Но пока машины на полях Татагроэкспо, где их осматривает Рустам Минниханов. Автоматизированные, да? Да. Сегодня Раис Республики принял участие в итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства. До начала обход агровыставки. Здесь свои проекты представляют вузы и научные центры Татарстана. Полностью заняли премиальный рынок. Магистры КНИТУ показывают Рустаму Минниханову съедобных средиземноморских улиток, которых выращивают в Татарстане. Мы сейчас на данный момент являемся поставщиками в рестораны «Мишлен» город Москва. Мы являемся поставщиками в 15 ресторанов города Казани. И при этом, при всем, сейчас мы заключаем договора с ритейлерами. Именно с крупными ритейлерами. Студенты Казанской ветакадемии гордятся самыми передовыми методиками обучения. Лечить животных они учатся не только на манекенах, но и на 3D-моделях. Можно снять у него, условно говоря, кожу, посмотреть, как мышцы, каждую отдельно. Да, отдельные органы, нервные системы. О том, что АПК с каждым годом шагает все дальше и дальше, говорит буквально все, что сегодня представлено на полях Татагроэкспо. Даже этот трактор не просто машина. Начинка буквально как у самолета. Уже с завода ночное видение и автопилот. Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем работу. В прошлом году, несмотря на засуху, в Татарстане собрали более 3 миллионов 600 тысяч тонн зерна, 1 700 000 сахарной свеклы, надоили 2 миллиона 200 тысяч тонн молока. По этому показателю республика по-прежнему на первом месте по России, на втором по картофелю и лишь на 8-м по мясу. Как говорят на коллегии, несмотря на то, что на развитие животноводства в прошлом году выделили больше 2 миллиардов из федерального и почти 5 миллиардов рублей из республиканского бюджета, поголовье скота уменьшилось сразу на 19 тысяч. Очевидно, начальники управления сельского хозяйства и сами руководители этих хозяйств забыли дорогу к ферме. Обращаюсь и к главам, и нашим инвесторам. За вами целые территории, и ваша социальная ответственность также высока. Животноводческие фермы – основное место работы для наших сельчан. Сокращая поголовье, мы ставим под угрозу будущее этих сел. Об этом в своем выступлении заявил и Рустам Минниханов. Новошишминский район потерял более 10 тысяч коров, Камско-Устинский – 8 тысяч, Черемшанский – 20%, а Спасский – половину поголовья. В этих районах не реализован ни один инвестпроект. Раис Республики подчеркнул, там, где слабо развито животноводство, сокращается население. Животноводства нет, значит, работы нет. Работы нет, значит, уже люди переезжают, если ферму закрыли. Осталось еще закрыть школу, потом закрыть магазин, и все. Через 5 лет этой деревни не будет. Серьезно усугубили ситуацию и прошлогодние вспышки болезней животных. Птичий грипп в Лениногорском районе, бруцеллез в Атнинском и Новошишминском. Ситуация, которая была в Лениногорском районе, по птице Атнинский район, Новошишминский район, это серьезный сигнал. Наш ветеринарная служба и Россельхознадзор. У нас разговор с ними был.
Но это не только их задача, и в районах мы все должны пересмотреть наши отношения. Мы крупный животноводческий центр страны. Говоря о предстоящей весенней полевой кампании, Рустам Минниханов напомнил о засушливом лете прошлого года. Важно страховать посевы и уделять особое внимание мелиорации, задействуя имеющиеся водоемы и гидросооружения. Здесь же Раис призвал активнее перерабатывать произведенную в Татарстане продукцию растениеводства и поддержал идею создания стратегии развития АПК республики. В Тюлечинском муниципальном районе. Несмотря на засуху, Татарстан собрал достойный урожай и заготовил весь необходимый корм. Это заслуга тружеников села, подчеркнул Рустам Минниханов. Некоторых сегодня пригласили на коллегию и наградили медалью за доблестный труд. Рамиль Шайдуллин, Абдиль Гарипов, ТНВ, Казань. Очередной снегопад сегодня вновь погрузил город в 10-бальные пробки. С утра движение было затруднено практически на всех основных трассах. Вечером 8 баллов. Дорожная техника не успела расчистить завалы после снегопада в прошлой неделе. Как небесная канцелярия решила отсыпать еще. Увязший в каше автобус заставил сплотиться горожан, которые сегодня пытались уехать из Куюков. Надеемся, им все же удалось добраться до места назначения. Тем временем синоптики прогнозируют снегопад вплоть до выходных. Осадки будут не такими обильными, но создадут дополнительную нагрузку дорожным службам. Всему виной северный циклон, который принес с собой мокрый снег и метель с ухудшением видимости до километра. Температура днем будет колебаться у нулевых значений. Свой неустойчивый характер погода будет демонстрировать как минимум до субботы. Каждый новый снегопад оборачивается коммунальной проблемой для жителей 56-го дома на улице Восстания. 16-й год подряд протекает крыша, отремонтированная по программе капремонта. Жители ведут борьбу как с мокрыми стенами, так и с управляющей компанией. Свое коммунальное сражение ведет и участник Великой Отечественной войны Александр Малов. Его квартира на 5-м этаже и первый принимает снежный удар на себя. В проблеме разбиралась Ирина Васильева. В углу подтекает. Кровлю надо бы менять. Мокрые разводы на потолке и подтеки на стенах. Квартира 97-летнего Александра Малова напоминает дуршлаг. Крыша протекает во всех комнатах. Причину ветеран Великой Отечественной видит в некачественном ремонте кровли. Его квартира на 5-м этаже. Оно стекает, видите как? Вот, по стеклу стекает. Вот сюда. Теперь пенсионеры вынуждены проводить весь день с тряпками и тазами. Каждые полчаса с потолка стекает литр воды. Проснулись мы утром в 6 часов. Тут уже текло, все заморожено было. У нас приоткрыто немножко чуть было. Люди приходили, сказали, что лазили, вызывали бы. Сказали, у вас худая крыша. 56-й дом на Восстание 1957 года постройки. В 162 квартирах проживает почти 500 человек. На протекающую крышу жители жалуются не первый год. Все началось после капремонта в 2008-м. С тех пор управляющая компания лишь латает дыры. Вы даже не представляете, кому не звоним. Просто они ничего не делают, ничего не хотят, а занимаются отписками. У нас по дому написаны письма президенту Российской Федерации. У него в комнате идут года еще письма идут в управляющую компанию, в ЖКХ, в ЖЭУ. Они только латают, отвечают нет денег. Вообще безобразие. После очередной жалобы приехали сотрудники жилищно-эксплуатационного управления. Рабочие расчистили крышу от снега и наледи. По словам начальника ЖЭУ, корень проблемы в покрытии кровли. Точнее, в способе скрепления металлических листов. Должно быть 2 загиба, на деле только 1. В данном доме постоянно весенний-летний период и при обильном стоянии снега происходит затопление квартир. Жильцами каждый год на связи. Такая проблема уже началась давно-давно, потому что кровельное покрытие требует капитального ремонта. На капремонт денег нет, заявили нам уже в управляющей компании Московского района. На это требуется 55 миллионов рублей. Средства можно получить при условии включения дома в республиканскую программу. Для этого жильцы должны составить протокол. Необходимо предоставить протокол решения собственников именно с тем, чтобы в первую очередь на доме запланировать и включить в краткосрочную программу капитального ремонта. С образованием таких погодных условий и наледи на кровле идет, конечно же, воздействие на кровельное покрытие. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы этот дом попал в программу, и
его ремонт был произведен. Остаются вопросы, почему за некачественный ремонт должны отвечать жильцы своими кошельками и временем, проводя собрания, обход квартир, составляя документы. Почему УК не добилась повторного ремонта кровли, пока у подрядчика действовали гарантийные обязательства. Ветеран Великой Отечественной уверен, несмотря ни на что, победа будет на стороне жильцов. Сирина Васильева, Алмаз Зиадинов, Дарья Кореева, ТНВ, Казань. За водой ходят на колонку, покупают в магазине или даже топят снег и с нетерпением ждут весны. Чистопольский водоканал пообещал горожанам дать воду в марте. Весь этот месяц город лихорадит. Бесконечная череда коммунальных аварий, жалобы населения, ответы главы и вмешательства республики. 2/3 города после новогодних праздников просидели без воды несколько дней. И даже подвоз был недостаточно организован. Вся эта ситуация настолько критическая, что даже руководство местного водоканала готово передать сети муниципалитету. О стратегическом вопросе для Чистополя и почему весна пришла, когда ее не ждали. Алия Сабирова. И помыться не можем. Ходим на колонку с ведрами. Краны в доме Гузели Софиулиной пересохли еще 11 дней назад. Она одна воспитывает 11-летнюю дочь, у которой бронхиальная астма. 3 раза в день делают ингаляции. Трубку надо промывать под проточной водой. Ребенок, если у меня задохнется, это вот как? Я уже даже у меня слов просто нету. Нам кто-нибудь вообще поможет. И все обещают. Водоканал говорит, ждите до весны. Каждое утро жители города начинается здесь, у колонки. Это своего рода палочка-выручалочка для тех, у кого периодически отключают воду. Их по городу несколько. Как говорят сами жильцы, в течение дня приходят сюда не один раз. Нажал на ручку, и вон это. Она течет. Каждый день ходит сюда? Да, по 5-6 раз. Суп сварить надо, чай поставить надо. А что, банка 5 литров только. С ведром тяжело, рука болит. Вот тихонько шлепает целый день. Последнее отключение воды коснулось жителей 11 домов. Причина – авария на трубопроводе по улице Льва Толстого. Коммуникациям здесь больше полувека. Неделю назад на этом участке специалисты уже устраняли аварию. Однако ситуация повторилась вновь. Из-за изношенности сетей только в январе в Чистополе произошло 5 коммунальных аварий. После самой масштабной без воды остались 2/3 населения города, а это порядка 40 тысяч человек. Именно вот в этом микрорайоне, где мы сейчас находимся, в это лето мы заменили более 9 километров сетей водоснабжения и водоотведения. РАИС республики выделил средства. И федеральная программа здесь также работала. В целом по городу здесь предстоит колоссальная большая работа по системе именно инженерных сетей. 25+1 доля акций муниципалитета. Остальные принадлежат Чистополь-Водоканал. Это частная организация. Соответственно, имеет большинство голосов при принятии решения о финансировании. Отремонтированные районом сети находятся на обслуживании водоканала. Водоканал не частный, водоканал совместно с муниципалитетом. Есть очистные сооружения, грунтовый водозабор. КНС, ВНС, да, в частном владении, он сдает в аренду. Сейчас в переговорах все это передать в государственные руки. Но сети не наши. При этом жители оплачивают водоснабжение водоканалу, поэтому и говорят, спрос с него. Нам одна квитанция приходит: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и обращение с ТКО. То есть водоканал мы оплачиваем за холодную воду, водоотведение. Проблема есть, но проблема решается. То есть в плане того, что передать его в государственные руки, мы этим вопросом занимаемся. Полностью поддерживаем нашего РАИСа. Ждать воды до весны все же не пришлось. Совпадение или нет, но после визита съемочной группы ТНВ вода в кранах появилась. Но надолго ли, беспокоятся жители? Говорят, зимой такая ситуация повторяется последние 3 года. Плыли улицы и прошлым летом. Самое главное знать, что будет дальше. Если они не примут решение вкладывать деньги в реконструкцию сетей, в капитальный ремонт, то мы так и будем каждый год плавать зимой и сидеть без воды летом. Постоянно прорывает то в одном месте, то в другом месте. Мы пришли в век, который был, когда вообще не было водопровода. Постоянно мы мучаемся. Сегодня будет вода у нас или нет? И вот мы с этими банками, с бочками, снег таять. Я вчера 15 литров ставила снега, чтобы мне мыть унитаз. Износ сетей в городе местами до 90%. Чтобы не допустить коллапса, в республике обсуждают перевод водоканала из частных рук на муниципальный баланс. Поручение РАИС республики уже дал. Алия Сабирова, Роман Безменов, ТНВ, Чистополь.
В Нижнекамске строят многоэтажку на месте детской площадки. Местные жители не верят, что им вернут место отдыха, и переживают из-за неожиданного соседства с точечной застройкой. Что отвечает в администрации и прокуратуре, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». На парламентских уроках в этом году детям расскажут основы избирательной системы России и Татарстана. Они стартуют во всех школах республики со следующей недели. Об этом сегодня рассказал Фарид Мухаммедшин во время семинара для учителей истории и обществознания. Он прошел в Государственном совете. По словам главы парламента, тема уроков выбрана не случайно, поскольку в этом году в России и Татарстане стартовал новый электоральный цикл. В 2024-м пройдут выборы президента страны, депутатов Госсовета, а в следующем – голосование за Раиса республики. Особое внимание нужно уделить молодым избирателям, отметил Фарид Мухаммедшин. По данным ЦИК, в этом году в Татарстане на предстоящих выборах президента впервые проголосуют 90 тысяч человек. То, что заложим молодым людям, то и пожнем. Не доглядели, просмотрели в семье, его величеству учителю приходится вкладывать огромный труд, чтобы перенаправить мысли этого молодого человека в разумное русло. Вот эта миссия ваша, за вас это никто не сделает. Сегодня в Татарстане не хватает порядка 1300 врачей. Особенно остро вопрос стоит в районах и сельской местности. 10% студентов, поступивших в медвузы, бросают учебу в первый же год. Для решения кадрового дефицита и привлечения молодежи в профессию в Татарстане 12-й год подряд проводят фестиваль «Ангелы в белых халатах». С 3 февраля для старшеклассников двери откроют все учебные заведения и больницы. Есть что показать и Казанскому медуниверситету. Репортаж Регины Игудиной. Это симуляционная поликлиника Казанского медуниверситета. Там единственная в России. Здесь студенты-стоматологи на практике постигают азы профессии. Когда мы тренируемся на подобных моделях, мы уже начинаем привыкать к понятию пациент и к понятию лечебной манипуляции врача-стоматолога. Нам необходим специальный инструментарий, безусловно, это зеркало. Препарировать зеркало и, соответственно, полностью воспринимать инверсию, которая там происходит. Стоматологический факультет – один из самых популярных среди абитуриентов. Практически все студенты работают по профессиям. Каждый пятый открывает свой стоматологический кабинет. Это значит, каждый пятый выпускник не приходит в государственную клинику. Если даже они не идут конкретно в стоматологии, они находятся около стоматологии. Что я здесь имею в виду? Это организация, которая занимается обеспечением, материально-техническим обеспечением стоматологического лечения. То есть они работают в фирмах, которые предлагают нам расходные материалы. В прошлом году в систему здравоохранения Татарстана пришли 2800 специалистов, уволились 2400. Если мы говорим про районы, то это в основном это узкие специальности, такие как гастроэнтерология, кардиология, та же онкология. Ну, в городах есть потребность в анестезиологах и реаниматологах, потому что основные концентрация больниц в городах. Зачастую именно дефицит кадров вызывает жалобы населения. Так, только в народном контроле самое частое обращение – недоступность записи к врачу, особенно к узким специалистам. Как результат, один врач работает сразу на нескольких участках. От этой нагрузки страдает и качество приема, и сам доктор. В целом у нас укомплектовано 94% занятыми ставками, это по врачам. По среднему медперсонала 94,1%. За этими цифрами стоит реальная укомплектованность кадрами на местах. Зачастую один врач занимает как минимум 1,5 ставки, а значит, обеспеченность кадрами еще ниже. По нацпроекту здравоохранения в Татарстане открываются высокотехнологичные клиники, больницы, центры и ФАПы. Востребованность в специалистах растет. Между городом и селом, между разными специальностями есть определенные перекосы, поскольку большая часть студентов не имеет обязательств перед работодателем, они делают свой выбор на основании личных интересов и личных представлений о том, как будет складываться их жизнь. Вот тут вот появляется профориентационная работа, мы сейчас об этом говорим абсолютно серьезно. Для решения проблемы существует целевое обучение, но выпускники должны отработать не менее 3 лет, как правило, в районных больницах, где и получили направление. Не всех устраивает эта система, и по окончании 3 лет все равно стараются уехать в крупные города. При выборе специальности не учитывают запросы системы здравоохранения. Нужна реабилитация, то есть
адаптации к условиям. Для информирования выпускников, популяризации профессии в республике проводят фестиваль «Ангелы в белых халатах». Главная идея – знакомство с медицинскими профессиями непосредственно на месте будущей работы. Сейчас мы находимся в центре аккредитации специалистов. Здесь выпускники университета могут показать свои навыки на манекене. Например, сейчас мы можем прослушать стук сердца. 3 февраля ребят ждут в центральных районных больницах, казанских клиниках. 4-го большая экскурсия запланирована по КГМУ. Регина Игудина, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Вопросы здравоохранения, ЖКХ и транспорта оказались в топе обращений к омбудсмену Татарстана в минувшем году. Сегодня прошло заседание экспертного совета при уполномоченном по защите прав человека. Как сообщила Сырья Сабурская, к ней поступило почти 6 тысяч обращений. Еще 60 тысяч оставили на портале госуслуг и более 100 тысяч в народном контроле. 80% уведомлений нашли свое решение. Большая часть обращений касалась социальных, экономических и культурных прав граждан. 80% уведомлений, а это более 84 тысяч, было решено в народном контроле. При этом поступило более 4 миллионов комментариев и поддержек от наших жителей. Вице-премьер Лейла Фазлеева отметила, ведомствам нужно своевременно реагировать на обращения граждан и не относиться к этому формально. Особое внимание нужно уделить семьям и участникам СВО. Так, при содействии омбудсмена республики 8 татарстанцев были возвращены из плена ВСУ. Для лучшего межведомственного взаимодействия аппарат омбудсмена сегодня подписал соглашение о сотрудничестве с Конституционным советом республики и Ассоциацией развития социальных инициатив. Обращения, они все полностью зафиксированы, и работа по ним министерствами, ведомствами продолжается уже в адресном порядке. Когда мы анализировали обращения, связанные с системой здравоохранения, то мы с вами очень четко увидели, что да, этот вопрос порой связан именно с межведомственным взаимодействием или работой платформ. Отсюда появляется и задача 2024 года сократить формат этих обращений до минимума, обеспечив бесперебойную работу платформ. С 17 февраля Центр избирком республики приступит к адресному оповещению избирателей Татарстана о выборах президента России. Начнет работу проект «Информ УИК». Члены участковых избирательных комиссий, это более 10 тысяч человек, будут приходить к татарстанцам домой и рассказывать обо всех возможностях голосования. Где находится избирательный участок, по какому графику он работает, можно ли проголосовать там, где удобно, а не по прописке. Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Все выплаты и льготы продолжают действовать, а иностранцы, решившие заключить контракт с Минобороны, теперь могут получить гражданство России в ускоренном порядке. Об этом сегодня рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков. Как он отметил, по итогам минувшего года в Татарстане подписали контракт более 9 тысяч человек. Сейчас эта работа продолжается. При заключении контракта выплачивается единовременная выплата 195 тысяч рублей от Минобороны, еще 105 тысяч от ДСААФ Татарстана. Для казанцев еще 200 тысяч от исполкома города и 100 тысяч от предприятия, где работает человек. Итого порядка 600 тысяч рублей. Также продолжает действовать выплата в 305 тысяч рублей по указу Раисы Республики для мобилизованных и призывников, решивших перейти на контрактную службу. 305 тысяч рублей положено военнослужащим, заключившим контракт на Министерство обороны срок на 1 год и более из числа призванных по частичной мобилизации и призванных на военную службу по призыву. То есть это уже стоящие в строю. Заключить контракт могут люди в возрасте от 18 до 64 лет. Предварительно нужно пройти медкомиссию. Для разъяснения подробной информации о контрактной службе действует единый номер 117. Подать заявление можно онлайн через портал госуслуг или прийти в ближайший военкомат. Также в Казани работает специальный центр «Батыр», где помогают оперативно пройти все процедуры. Он находится на Воровского, 25. На Казань-Экспо продолжает работать выставка достижений российского агропромышленного комплекса. Свой продукт здесь представила компания «Аймол».
Аймол объединил передовые российские и голландские технологии в нефтехимии. Компания производит смазочные материалы премиум-класса. Ассортимент бренда насчитывает более 200 наименований. Учитываются потребности не только автовладельцев. Продукция производится для всех отраслей промышленности. Мы также являемся производителем пищевых смазочных материалов для пищевой промышленности. То есть это обработка семян или что-то, где недопустимо попадание смазочных материалов, не имеющих пищевой допуск. Также начинаем поставку для сельхозтехники тракторов агропредприятиям, поэтому мы сегодня здесь. Аймол активно поддерживает развитие автоспорта в России. Моторные масла выдерживают экстремальные условия и высокие нагрузки. У нас есть линейка для спортивных машин. И поэтому у нас есть возможность, так сказать, откатывать все современные технологии именно в спорте. Компания Аймол является генеральным спонсором, партнером техническим российской дрифт-серии. Вы представляете, какие там нагрузки, где как им можно произвести испытания данного продукта? Компания работает на рынках России, стран СНГ и Азии. Широкий ассортимент удобрений и биостимуляторов представляет на выставке Татагроэкспо компания АПК «Поволжье». Какие схемы питания обеспечивают защиту от засухи, сорняков и болезней, расскажем в репортаже. На выставке достижений сферы АПК «Поволжье» представляет комплексный подход к питанию растений. Компания – официальный представитель одного из крупнейших российских производителей удобрений Буйского химического завода в Татарстане. И не просто поставляют удобрения, а предлагает целую систему заботы о почве и будущем урожае. Мы осознаем, что здоровье и урожайность растений зависит от множества факторов. Используя сочетание буйских удобрений и передовых биостимуляторов, мы добиваемся не только повышения урожайности, но и это позволяет уйти аграриям от таких стрессовых факторов, как почвенная засуха, особенно негативно проявляющих себя в Татарстане. Акварин, Аквамикс, флагманский продукт Stoller Growth, уникальный гормональный препарат Stimulate. АПК «Поволжье» предлагает широкий спектр водорастворимых удобрений, которые подходят для некорневой подкормки, капельного орошения и других современных методов. А применяя знания о физиологии растений, в компании создают эффективные индивидуальные схемы питания для каждого клиента. Все это помогает не только получать качественный урожай, но и сохранять плодородность почвы в долгосрочной перспективе. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бадрудзиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исян Месес, в студии Динар Бадрудзинов. В предстоящие сутки Татарстан окажется под влиянием гребня антициклона. Осадки пройдут лишь местами, сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Кукмаре и Арске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем 3-4, ночью 7-11 градусов мороза. В Буинске, Апастово, Кабицах температура днем также 3-4, ночью 7-9 градусов мороза. Здесь облачно с прояснениями, снега не прогнозируют. В Черемшане, Аксубаево, Мамадыше тоже преимущественно без осадков. Будет пасмурный день, температура днем 2-3 градуса со знаком минус, ночью 8-12 градусов мороза. В Нижнекамске, Агрызе и Менделеевске пасмурно, возможен снег. Днем от 1 до 2 градусов мороза и от 8 до 9 градусов мороза ночью. В Альметьевске, Лениногорске и Бугульме облачно, прогнозируют мокрый снег. От минус 1 до минус 3 градусов днем и минус 8-10 ночью. Неустойчивую погоду обещают и в туристических городах республики. В Свияжске облачно, без осадков, температура около минус 4 днем и минус 8 ночью. В Болгаре днем минус 3, ночью минус 8, здесь тоже без осадков. В Елабуге пасмурная погода, снега не обещают. Температура 2 градуса ниже нуля днем и минус 9 градусов ночью. В Казани прогнозируют облачный бесснежный день. Минус 2 градуса днем и минус 6 градусов ночью. Атмосферное давление выше нормы, 758 миллиметров ртутного столба. Ветер около 4 метров в секунду. Он будет дуть с северо-запада. Влажность воздуха 81%. Магнитное поле Земли спокойно. Пока это все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи. Энергозамышловался.